несколько слов в своей презентации, да, потому что она последняя, но я, конечно, не буду занимать у вас так много времени, потому что, но она важна. Почему? Потому что она как раз о том, как мы можем сотрудничать и где мы видим возможности наших пересечений. Пока мои коллеги продолжают мучение с техникой, я начну, собственно, с того, что как я уже говорила, я менеджер проекта «Устойчивость молодежи к изменению климата». И проект этот, он предполагает в себе 3 основные задачи. Так, первая задача – это обеспечить участие всех тех групп, уязвимых групп, которые недопредставлены на уровне принятия решений, да, а в частности это молодежь, женщины и так далее, вот именно на этом уровне принятия решений по вопросам изменения климата. Почему? Потому что, как вы понимаете, климат будет затрагивать всех нас, каждого из нас. Да? И вопрос в том, что те системы принятия решений, которые на сегодняшний день существуют, они зачастую не учитывают интересы простых граждан. Или не всегда учитывают эти самые интересы. И поэтому речь идет о том, чтобы собирать максимальную информацию о том, что видят люди, и стать партнерами органам, принимающим решения. Коллеги, вы листайте, да. И, собственно, вот один из таких результатов, да, как вы знаете, сегодня разрабатывается определяемый на национальном уровне вклад. Да, он представляет собой вот 2 такие важные части. С одной стороны, это блок, связанный с митигацией, да, это такое слово, но оно направлено, оно обозначает как бы смягчение последствий, то есть недопущение дальнейшей эскалации изменения климата. А с другой стороны, это адаптация, то есть как нам с вами жить дальше вот в этом самом изменяющемся климате. Здесь есть много секторов. Да, то есть, с одной стороны, в митигации это сектора, которые выделяют углекислый газ и другие парниковые газы, а в адаптации это сектора, которые будут наиболее уязвимы, чувствительны к изменению климата. И вот в нашем национальном документе, который называется сокращенно ОНУФ, это наше обещание Кыргызстана перед лицом международного сообщества в рамках Парижского соглашения. Ангелина вот сегодня говорила, что это будет один из вопросов, который будет стоять на копе. И вот все страны должны пообещать, насколько они готовы сократить выбросы парниковых газов, а с другой стороны, как они готовы адаптироваться. И исходя из этого документа будет предоставляться помощь разным странам. Во всех странах Центральной Азии готовятся такие же документы. И в этом смысле на них нужно обратить внимание. Да? То есть какие амбиции у страны и как разрабатывались эти документы, насколько общественность принимала в них участие и насколько те вещи, которые там прописаны, действительно позволят облегчить то бремя изменения климата, которое, к сожалению, так или иначе будет, да, как говорил Андрей Олегович и Татьяна Геннадьевна и так далее. И вот следующий слайд. Были проведены консультации, в которых приняли больше 200 человек, ну вот, и даже следующий, больше 200 человек, которые говорили о том, что, собственно, да, и следующий, что, собственно, происходит у них на территориях, да, то есть в их местах, да, жизнедеятельности. То есть все области принимали участие. И по итогам вот этих консультаций был подготовлен документ, вот такой, policy brief, коллеги, листайте. И вот этот policy brief, он был передан в Государственный комитет по экологии и климату и был передан также в ряд государственных органов. Кроме этого, на сегодняшний день еще подготовлена позиция от общественных организаций. И это позиция о том, что мы видим, что должно случиться на КОПе, и как Кыргызстан должен выступать в рамках КОПа, какую позицию он должен занять. Вот, собственно, с этим мы тоже вам это в пакет, вот в этот вот, приложим, и вы сможете это увидеть и использовать те данные, которые вот на сегодняшний день получены, и те голоса с мест, да, которые были услышаны, интегрированы в этот документ и переданы лицам, принимающим решения. Мы отдельно встречались с директором Госкомитета по этому поводу, интерес есть, пока в каком формате, как это будет учитываться, обсуждается. Но, по крайней мере, впервые в рамках ОНУФ прозвучали вопросы, связанные с молодежью,
с женщинами, с уязвимыми группами, с фермерами и так далее, что очень ценно. До этого это был достаточно безличный документ, не содержащий каких-либо упоминаний, связанных с человеком. Да, дальше, пожалуйста. Поэтому, кому интересно, вы можете взять в твердой копии, но так или иначе вы получите это и в электронной. То, что касается как раз пути нашего с вами взаимодействия. Первое, в рамках проекта предусмотрено базовое исследование. И здесь мы призываем вас участвовать вместе с нами в поиске позитивных практик по адаптации к изменению климата в стране. Здесь могут быть статьи по этому поводу, и мы можем работать здесь вместе, у нас могут быть отдельные субконтракты по этому вопросу и так далее. Информирование населения о результатах исследования, мы все пригласим вас на презентацию результатов исследований. Будет создаваться хаб, посвященный вопросам изменения климата в Кыргызстане и Центральной Азии. И подготовка материала для этого хаба. Вы замечательно пишете, вы умеете это делать, вы умеете создавать прекрасные фотоматериалы, видеоматериалы. То есть это все может быть частью этого самого хаба, и особенно мы заинтересованы в материалах на кыргызском языке, потому что их крайне недостаточно. Вы знаете, когда происходили обсуждения с регионами, все регионы говорили: ребята, просто даже в поисковик забивают, на английском языке 5 миллионов миллиардов до неба, на русском языке 500 000 по материалов по изменению климата, на кыргызском 4. Как мы можем говорить о том, чтобы информировать наше население по этим вопросам? Нехватка, просто ужасная нехватка информации об изменении климата на кыргызском языке, поэтому здесь мы с вами, я думаю, найдем друг друга и будем вместе работать. Популяризация хаба, чуть раньше, коллеги. И так далее. Теперь, что прописано непосредственно в проекте, где мы точно с вами находим друг друга? Укрепление потенциала, то есть обучение журналистов. У нас будет ряд мероприятий, вы можете выступать как в качестве тех, кто будет участвовать, так и в качестве тех, кто будет учить. Потому что, например, здесь есть люди, которые наработали уже так много, в своей практике, и своей жизнью это прожили, что уже вполне могут делиться своим опытом. Как можно вести блоги, как можно фотографировать, как можно что-то писать и так далее. Проведение круглого стола, мы сегодня здесь, это следующий пункт, очень важный, это поддержка медиа-инициатив журналистов. То есть отдельно будут выделяться средства для поддержки ваших медиа-инициатив. Какие мы должны обсуждать, вместе, я думаю, проектировать, думать, какие важны, что вы можете и готовы, потому что у нас на все головы не хватает. Я уверена, что вы знаете об этом куда больше, чем мы. Мы можем дать информацию о том, что происходит с климатом, но как это подать, что можно делать, здесь я думаю, что вы нам лучше об этом скажете, а мы готовы со стороны проекта поддержать эти инициативы. Проведение 5 эко-кафе по изменению климата и устойчивому развитию. Здесь нам тоже понадобятся люди, которые могут организовывать. Мы имели замечательный опыт с Джилдыс и организовывали эко-плов, то есть не совсем эко-кафе. Это был прекрасный совместный опыт. Пресс-тур устраивали вместе, в Аше. И точно так же в остальных регионах, особенно, я думаю, региональные журналисты здесь могут быть заинтересованы, и редактора тоже, то есть мы можем вместе с вашими информационными агентствами проводить и организовывать эти эко-кафе. Круглый стол для молодых блогеров. Ваш опыт, который есть у вас уже сегодня, было бы хорошо поделиться с молодыми блогерами и дать им возможность больше информации узнать о вас, что вы делаете. Отдельное направление, достаточно большое, это работа по созданию инфографик и информационных роликов. Коллеги, кто из вас на этом руку набил, тоже добро пожаловать в нашу климатическую семью. И я думаю, что здесь у нас больше 20, по-моему, инфографик, 10 информационных роликов. Давайте вместе создавать эти материалы. Да, следующий, пожалуйста, слайд. Пока слайд загружается, это как один из элементов инфографики, о том, как меняется климат, куда. Но здесь я хотела бы отдельно внимание ваше обратить на то, что будет поддерживаться субгранты.
Да, то есть будут предоставляться для информационных агентств, журналистов, блогеров субгранты, которые тоже позволят вам реализовать свой творческий потенциал в сфере изменения климата, участия общественности, вовлечения и так далее. Да, следующее. И вот здесь вот мы можем говорить о широком вовлечении. Это могут быть материалы для комитетов, для молодежи, для АВП, СОППВ, для регионов, на кыргызском, русском. То есть спектр большой. Следующий блок, компонент 2 проекта, это работа с вузами. То есть интеграция вопросов изменения климата в систему формального вузовского образования. И, конечно, ваши навыки, связанные с подготовкой аналитических материалов, да, оформление, редактура тех информационных модулей, да, она тоже может быть востребована. То есть мы будем делать междисциплинарные академические модули. И, скорее всего, там будет блок о том, как говорить об изменении климата, как писать статьи. То есть вот участие в этих модулях, в разработке модулей тоже приветствуется. Да? И здесь вы не просто как журналисты, но прежде всего как эксперты, работающие со словом, с картинкой, с кадром, с фото и так далее. Да? И, конечно, распространять информацию о том, что такие материалы есть, особенно для регионов, потому что модули эти будут на кыргызском, русском языках. Да, пожалуйста, следующее. Вот третий компонент проекта, он, если честно, тоже мой очень любимый, потому что он связан с работой в местных сообществах. Будет отобрано 6 пилотных местных сообществ, где будут поддержаны практики, непосредственно практики по конкретным инициативам, то есть установка возобновляемых источников энергии, где-то утепление, где-то даже, возможно, покупка стад яков и всего остального. Да? То есть, почему яки? Потому что это пастбище, да, вопрос с пастбищем. То есть целый спектр. Но местные органы местного самоуправления, местное сообщество будут сами решать, какие инициативы должны быть поддержаны. То есть будут разрабатываться практики на их территориях. Да, следующее. По-моему, это все. Единственное, я хотела бы только показать вам материалы, ссылки на сайты, где я вам рекомендую подписываться на эти рассылки и периодически ходить на эти сайты. Это сайт климатической сети Конвекция. Да, следующее. Потом сайт ЭКАИС, и вот Индира Джакипова, она является редактором сайта ЭКАИС. Сайт «Безопасность образовательной среды», тоже, пожалуйста, заглядывайте на эти сайты. Следующее. Кроме того, да, вот ЭКАИС, есть множество других сайтов. Это сайты Владислава Ушакова, тоже YouTube-каналы, пожалуйста, вот YouTube-канал Биома тоже и так далее. Вот пока мои коллеги будут настраивать 2 маленьких ролика, я хотела бы вам рассказать о том, какие подарки мы вам приготовили. Потому что они лежат вот там на столе, но пока мы регистрировались, я видела, что многие из вас хотели уже взять что-то из этого. Да. Я поэтому хотела как раз рассказать, что там есть, и пригласить вас обязательно все это брать. Это бесплатно, совершенно открыто и так далее. Но вот пищевая безопасность — одна из моих любимых публикаций. Скажу по секрету, что это любимая публикация моей мамы, потому что она, собственно, крайне применима, да, в каждодневной жизни, потому что она о том, каким образом питаться правильно с точки зрения, опять же, экологических всяких вопросов. Вот, пожалуйста, берите ее. Вот это портфолио нашей организации, где, опять же, показано очень концентрированно, что о чем и что можно достать на нашем сайте. Как там не заблудиться, в конце, да, в обновленном есть QR-коды, вы можете загружать, использовать это тоже. Вот эта публикация – это общение и самопознание. Это публикация по результатам работы одного из наших учителей, которого, это профессор, это ученый, философ Арун Абрамович Брудный, который создавал это его работы, да, которые вот Улан тоже создавал. Да, скажи 2 слова об этой работе.
Можно я без микрофона? Можно, да, я без микрофона? Да, я слово уже сказал, я так немножко, вот, прошу прощения, что спиной. Коллеги, это мы собрали работы Эмиля Джабаровича Шукурова, Эмиль Джабарович Шукуров, прошу прощения. Мы собрали неизданные работы. Ну его тоже рассекают. А что, И его тоже, да. Нет, там в зуме не слышно вас работы будет. Арона Абрамовича Брутного. Как раз таки собрали их все, это из записок, буквально чуть ли не из журнальных записок мы эту публикацию собирали. И это публикация по психологической безопасности. То есть здесь как раз таки рассказывается полностью, кто такой человек, кто мы такие, зачем мы сюда пришли, куда нам идти дальше. Вот такие ключевые, наверное, философские вопросы, которые каждый из нас, ну, как минимум, хоть раз в неделю перед сном себе задает. Здесь есть ответы на эти вопросы. И вы знаете, вот по личному опыту я перечитываю эту книжку, наверное, несколько раз уже перечитывал, и всегда нахожу в ней ответы на новые вопросы. Поэтому очень рекомендую, коллеги, пожалуйста, берите ее, она изумительная просто. Вот в коридоре бесплатно. Ну, в смысле, бесплатно, это, наверное, ключевое слово. Вот, коллеги, пожалуйста, берите, изучайте. Написано очень легко. Вы знаете, она начинается со слов, дословно сейчас не скажу, но это примерно звучит так, как «За мной мой читатель». Она не написана тяжелым научным языком, она написана как путешествие вместе с Ароном Абрамовичем Брутным, с которым мы можем взяться за руки. Да, с которым мы можем просто взять его за руки, или он нас возьмет за руки и проведет по всем путям нашей души. Поэтому, коллеги, пожалуйста. Спасибо. Мы теперь знаем, о чем Улан думает перед сном. Да. Ну и последняя публикация, которую я хотела показать, это «Уроки безопасности». Она такая увесистая, да, но я понимаю, что, наверное, она не всем нужна, потому что это все-таки специализированный материал для образовательных организаций, учреждений, но тем не менее, если у вас есть дети, школы, знакомые и так далее, я вам ее очень рекомендую. И вот такой материал еще, это плакат, мы его разрабатывали в том числе на основе разработок НАСА о том, какие цветы комнатные, да, позволяют снижать загрязнение воздуха в помещениях. Но мы это делали для школ, потому что предыдущий проект у нас назывался «Безопасность школьной образовательной среды», да, и вот мы со многими из вас работали, но при этом мы продолжаем эту деятельность, потому что мы же знаем, несмотря на то, что проекты приходят и уходят, а вот то, что ты делаешь до проектов, во время проектов и после проектов. Да, поэтому, пожалуйста, вы тоже берите эти плакаты и так далее. И вот последнее, это 2 минуты, то есть 2 минуты один ролик, 2 минуты другой ролик. Со многими из вас мы едем завтра в интересное, увлекательное путешествие, и мы увидим пойменные леса Кыргызстана. Поэтому сегодня мы хотели показать вам 2 маленьких ролика в подтверждении того, что говорил Володя. И эти ролики мы вам тоже отправим. Поэтому, пожалуйста, запускайте. Одними из важнейших лесных экосистем для нашей страны являются приречные пойменные леса. По словам известного центральноазиатского ученого профессора Шукурова, своим уютом и надежностью кыргызские юрты во многом обязаны приозерным и приречным пойменным лесам, которые испокон веков давали материал для деревянного, легкого и прочного остова. Дух Тугаев сопровождал кыргыза от прихода в этот мир до ухода в мир иной. Когда стали строить дома и помещения для скота, тоже в ход пошла древесина из пойменных лесов. Пойменный лес – уникальный симбиоз деревьев, кустарников и трав, которые своими корнями надежно сохраняют берега от размывания, а русла реки удерживают на одном месте. Там, где ручьи и реки, по берегам покрыты густыми зарослями деревьев и кустарников, реки полноводнее, часто встречаются родники и ручьи. Ненарушенный, здоровый пойменный лес – это уникальная экосистема, которая сама расширяет зону своего существования, удерживая и привлекая влагу, делая более мягким и влажным местный климат, стимулируя выпадение осадков. Во многом частота и разрушительность пожаров, засухи, наводнений, а также разрушительных ветров в значительной мере провоцируется нарушением лесного покрова.
Неразрушенные пойменные сообщества обладают большим видовым разнообразием. По ним расселяются многие представители растительного и животного мира. Они поддерживают единство и нормальное функционирование соседних с ними экосистем. В пойменных сообществах обитает большое количество насекомых, в том числе защищающих прилегающие к пойме поля и луга от различных вредителей. Нарушенная пойменная экосистема не в силах удержать разрушительную силу горной реки, предотвратить частоту и масштабы ущерба от паводков и селей. Кроме того, такая экосистема снижает уровень увлажненности и приводит к осушению окрестностей рек за счет дренирования подземного стока. Местные сообщества – это реальная сила для сохранения природного богатства Кыргызстана. Часто установка местных жителей направлена только на потребление природных ресурсов без учета природных ограничений. Правильной и эффективной стратегией является сохранение тугайных лесов, чтобы они сами продолжали делать полезную для человека работу. Забота о сохранении и восстановлении живой природы должна быть одной из ключевых задач местных органов власти. Ненарушенные поймы Кыргызстана сохраняют и очищают воду, создают микроклимат и обеспечивают благополучие сельскохозяйственных территорий вокруг рек. Сохраним естественные поймы Кыргызстана. Они залог благополучия местных сообществ. Больше вы можете узнать на сайтах биотической регуляции и экологического движения «Биом». Да, коллеги, тогда у нас еще один ролик. Вы готовы запустить его? Он минутный. Это ролик как раз о том, как функционирует экосистема. И поэтому, когда исчезает барс, это не сама по себе трагедия, хотя, конечно, трагедия, да, но проблема в том, что исчезновение главных хищников ведет к тому, что разрушается все остальное, разрушается экосистема. Поэтому и вот разные главные хищники в разных экосистемах. Рысь в пойме, например, да, в верхних ярусах это барс там, и так далее. Вот. И коллеги, маленький момент. Вот через какой-то момент мы пойдем на ужин, но все, кто хотел задать вопросы, Андрей... Ой, на обед, да. Но хотелось бы с вами провести время до ужина. Все, кто хотел задать вопросы Андрею Олеговичу, вы сможете сесть рядом с ним за столик и поговорить. И то же самое с Татьяной Геннадьевной. Единственное, сейчас я последнее слово дам еще Уладу, который ужасно хочет вам что-то сказать. Да, опять два слова. Перед обедом, наверное, это страшно делать, но я постараюсь. Смотрите, коллеги, два момента. В нашем портфолио, вот вы его видите, надеюсь, все взяли, у нас под каждым плакатом, под каждой вот, анимацией, которую вы вот как раз смотрели, стоят QR-коды. Вот, пожалуйста. И вы можете отсканировать их телефоном и свободно смотреть и скачивать онлайн в любое время. И тот же самый принцип современный мы использовали в нашей публикации «Уроки безопасности». То есть, если вы ее откроете, то вот, например, выступления Миджабаровича, они также, видите, QR-кодами сделаны. У нас вся публикация, вот «Уроки безопасности», поддерживается каждый урок, каждый материал поддерживается. Мы специально делали подборки, видеоподборки, там, статьи и так далее и тому подобное, поддерживающие материалы. Вот. Например, краткая история о Махатма Ганди. Пожалуйста, коллеги, поэтому пользуйтесь, берите с удовольствием, вот, сканируйте, так сказать. Спасибо. И
последнее, что я хотела сказать, вы удивительные коллеги, потому что сидеть уже практически до 2:30 и с таким большим вниманием все это слушать и прорабатывать, это дорогого стоит. Поэтому спасибо огромное вам за это внимание, за интерес, и я надеюсь, что это начало нашей с вами большой дружбы. Спасибо.